Мы продолжаем освещать самые заметные события. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте, и вот основные темы выпуска. Большие объемы в короткие сроки. Вице-премьер Дмитрий Садовников проверил качество ремонта столичных дорог. В первый месяц лета медведи зачастую выходят из тайги к людям. Отправляясь в лес, необходимо помнить о собственной безопасности. Постановку, сохранившую память о Якутске, покажут снова спустя 130 лет. Пьесу «Сорванец» готовит русский драмтеатр. Напряженной остается ситуация с COVID-19 в Якутии, сообщает оперштаб. Еще 99 человек заболели коронавирусом за сутки, из них 59 в Якутске. 7 заражений в Мигино-Кангаласском районе, 6 в Вилюйском, по 5 в Ангинском и Усть-Алданском. Еще в 8 районах заболели от 1 до 3 человек. За сутки лаборатории республики провели почти 2900 исследований на ковид. Несмотря на то, что в наших районах выявляется небольшое количество случаев новой коронавирусной инфекции, тем не менее необходимо сегодня акцентировать внимание все-таки на наши северные улусы, да, где хорошо идет вакцинация. Но на настоящий момент в Якутскую республиканскую клиническую больницу у нас поступила беременная. И еще раз обращаю внимание беременных, что очень важно, чтобы члены семьи ваши сохраняли, непосредственно сохраняли вас, для этого вакцинировались. Беременная из Северного Улуса, и на настоящий момент, конечно же, она получает соответствующее лечение в больницах республиканского характера. На настоящий момент увеличилась нагрузка на санитарную авиацию в республике. Количество вызовов по различным случаям, которые относятся к категории именно сложных, к категории тех, которые должны выполняться санитарной авиацией, увеличилось. В связи с чем еще раз призываем вас на необходимость соблюдения санитарно-эпидемиологических норм, независимо от того, в каком бы районе республики, улусе вы ни жили, и какое количество случаев не выявлялось бы на вашей территории. Первый зампред правительства Дмитрий Садовников провел выездное совещание по реализации в Якутске и пригородах федеральной программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Вице-премьер ознакомился с ремонтом и строительством дорог. Всего Садовников посетил 7 объектов в Хатасах, Мархе, а также в участках дорог на улицах Луговая, Широких Полянских и Халтурина в Якутске. Посмотрел Дмитрий Садовников и как продвигается ремонт на объездном шоссе. На большинстве объектов работы идут в соответствии с планом, но есть такие, где подрядчики в сроки не укладываются. На данный момент организация работает на улице Халтурина. Как вы знаете, там интенсивность высокая, улица оживленная. Как только эту улицу заканчивают, уже приступает к ремонтным работам по этой улице. Ориентировочное начало работ середина июля месяца. А на Халтурина там какие работы ведутся и вообще что там будет проделано? На Халтурина сейчас идет подготовительные работы, замена слабонесущих грунтов, установка дорожного камня. Далее у нас идет подготовка основания под стабилизацию. После этого у нас будет выполнена укладка асфальтобетонных покрытий. Приведут в порядок и сквер в Нерюнгри. Правда, руководство города и управление архитектурой при главе Якутии потребовали от подрядчика исправить недочеты, допущенные организацией при строительстве. Сквер не был доделан до конца, а некоторые конструкции пришли в негодность спустя несколько месяцев зимы. Напомним, что сквер появился здесь в прошлом году по программе формирования комфортной городской среды. Строительством сквера занимался подрядчик в лице ООО «ТИТ». Работа в минувшем году им не была доделана. Более того, уже в этом году стали очевидны недостатки уже выполненных работ. Сам подрядчик это объясняет тем, что в ходе строительства заказчик несколько раз вносил изменения в проекте. Из-за этого работы были начаты позже и велись до глубокой осени. В августе только начали работать. Август-сентябрь. Так и уже время уже было потеряно, не успели. И уже здесь же сами знаете, погода какая. В сентябре уже снег. Мы признаем, что качество в некоторых местах очень плохое. Сейчас будем все это восстанавливать, конечно, демонтаж и уже заново.
Подрядчик пообещал администрации города до 1 июля устранить выявленные недостатки по опорам освещения, водоотводным лоткам, а также переделать дорожки с деревянным и резиновым настилом. Отметим, что общая площадь сквера составляет более 7 тысяч квадратных метров. Еще будут устанавливаться детские игровые комплексы, так называют перголы, навесы, цветники. В данное время, вот вчера приехали подрядчики, мы надеемся, что завтра они начнут работы. Дня через 2, обещают понедельник, вторник, что привезут уже с Якутска сами игровые детские комплексы для дальнейшей установки. Тем не менее, сквер возле второй школы уже стал любимым местом для детворы и жителей близлежащих домов. Мы очень рады, что нам сделали здесь сквер. Очень хорошо, но не доделали. Надо доделать, и будет красиво. И не убираются. Поначалу начали, что-то урны чистили, а школьники здесь поубирались, а сейчас, видите, снова какая грязь. Тут вечерами столько народу сидит, и с детьми, и все. Очень хорошо, сквер хороший, но недоделанный. А мусор на территории будет убираться, когда сквер будет принят заказчиком, управлением архитектуры при главе Якутии. И тогда администрацией города будет подписан договор об обслуживании данной местности. А пока нерингринцам остается надеяться, что все недоделки будут устранены, и уже 1 июля сквер приведут в божеский вид. Тамара Игнатьева, Захар Головин, Нерингри. В первый месяц лета нередки случаи выходов медведей из тайги. В поисках пищи они забредают в населенные пункты, не страшась голосов людей и шума машин. В Алданском районе также имеют место случаи выхода зверей к населенным пунктам. В этом году было уже 4 сообщения о приближении косолапых к территориям недропользователей. По 3 из обращений Министерством экологии было принято решение о регулировании численности медведей. Особенно агрессивные хищники в период гона также опасно столкнуться с медведицей, у которой есть дети. Защищая потомство, она вполне способна напасть на человека. Встреча с хозяином тайги может оказаться фатальной. Отправляясь в лес, необходимо помнить о собственной безопасности. Вот увидел, заорал и побежал, так нельзя делать. Это вот в ответ же можно агрессию вызвать. Но так потихоньку, там, как говорят, это вот не отводя глаз, даже задним ходом. Желательно с собой иметь фальшфайер или это вот перцовый газовый баллончик. И ни в коем случае нельзя их подкармливать. Ну да, конечно, там увидишь медвежонок, он вроде бы такой миленький, да. Но вот его ты сейчас подкормишь, следующий год он сам придет. С 22 августа при покупке полиса ОСАГО больше не потребуется диагностическая карта. Депутаты приняли соответствующий закон во 2-м чтении, а 15 июня рассмотрят в 3-м. Согласно ему, страховщики не будут проверять информацию о прохождении техосмотра, а также о наличии диагностической карты. Таким образом, тем автовладельцам, которым ранее была дана отсрочка по прохождению техосмотра по новым правилам до октября, она автоматически продлена до 1 марта. Выпускники Якутии, планирующие поступать в вузы, сегодня сдают ЕГЭ по истории и физике. На экзамен по истории заявились примерно 90-50 человек. Большинство из них выпускники текущего года. А физику сдают более 1200, из них порядка 800 выпускники этого года. Для сдачи экзамена открыли более 200 пунктов. Все они оснащены камерами для видеонаблюдения в офлайн и онлайн режимах, а также металлоискателями. Испытуемые соблюдают все рекомендации Роспотребнадзора, носят маски, перчатки. В частности, в 5-ю школу столицы пришли сдавать ЕГЭ 94 ученика из 9 школ. В первом этаже детей встречаем, дети проходят с раскрытым паспортом. Паспорт должен быть без корочки. Сотрудник охранной службы проверяет, чтобы ничего не было пронесено в школьное здание вредного и запрещенного. С собой они берут только черные гелевые ручки и в нешелестящем пакетике развернутый шоколад и воду.
Актеры Русского театра готовят премьеру спектакля «Сорванец». Постановка закроет 130-й юбилейный сезон. Этот спектакль по пьесе Крылова впервые был показан в Якутске еще в 1890 году. Тогда роли сыграли актеры любительского театра. Насколько изменился «Сорванец» за больше чем 100 лет, знает Дмитрий Темыров. Впервые на этом спектакле актеры театра будут играть на музыкальных инструментах, что, по словам музыкального режиссера, придаст постановке свой шарм. Так как жанр нашего спектакля – это балаган, мы взяли вообще разные музыкальные композиции разных времен, разных народов. Интересно, что в спектакле играют русские народные инструменты, такой оркестр из баяна, балалайки, контрабаса, барабанов. И самое интересное, что артисты играют на этом сами. Многие из ребят научились играть с нуля, то есть они до нашей постановки они не владели инструментом. Для того, чтобы освоить игру на музыкальных инструментах, актерам театра понадобилось 1,5 месяца. Кто-то вспоминал забытые навыки, а кто-то вовсе впервые взял в руки музыкальный инструмент. Да, они большие молодцы. Я вот как музыкант хочу сказать, что ребята за такой, ну, скажем так, короткий промежуток времени освоили инструменты. Вот даже безладовый инструмент контрабас. Вот коллега мой Степан Федоренко, да, ведущий артист нашего театра. Все большие молодцы, все, кто соприкоснулись с этим, именно с музыкальным аспектом всего этого, проделали очень большую и плодотворную работу. Отметим, что «Сорванец» по пьесе Крылова впервые была показана в Якутске еще в 1890 году актерами любительского театра в честь прибытия иркутского генерал-губернатора Горемыкина. Нынче она будет показана в жанре водевиля. С этой целью театром заключен договор о написании музыки с композитором-якутянином Сергеем Белоголовым еще в 1980-1990-е годы, писавшему музыку для спектаклей нашего театра. В 1890 году впервые состоялся именно спектакль «Сорванец» по пьесе Виктора Крылова. Именно этот материал брался 130 лет назад. То есть своего рода день рождения 130 лет. Мы возвращаемся к этой постановке, которая в рукописи была найдена в архиве, переведена в цифру, и в результате буквально через несколько дней наш зритель сможет увидеть ее на сцене. То, что касается постановочной команды, то эта команда уже работала над несколькими спектаклями театра. Например, это «Барышня и крестьянка». По словам руководителя театра, пьеса «Сорванец» не только закроет 130-й сезон, но и даст зрителям тему, о чем поговорить. То, что сейчас мы собираем, будет не менее интересным для всей аудитории, которая придет и будет приходить, и разговаривать, и будет, опять же, тема для разговоров, потому что действительно и нам интересно, я думаю, что зрителям тоже будет интересно. Мы стараемся, по крайней мере, всегда брать материал такой, который был бы и вкусным, и интересным, и было о чем поговорить. Премьера спектакля «Сорванец» состоится уже 19 и 20 июня. Далее актерская труппа театра уходит в отпуск до следующего сезона. В нынешних условиях сложно строить планы, но надеемся, что следующий сезон русский театр откроет уже в сентябре с аншлагом. Дмитрий Темыров, Григорий Охлопков, Якутск. К этому часу это все новости. Мы следим за развитием событий. Оставайтесь с нами.